Стрела. Ё-моё. Старый древний мотор Стрела. И смотрите, на ходу еще. Вот это да. Раритет, между прочим. Все на иномарках, а у нас еще на Стреле ездят. Я думал, там мощный мотор. Стрела, кочвань летчис. Стрела, ваш мойка мотор. Хафуз. Серьезно, да. Да. Злой звук такой. Но неубываемый мотор, крепкий. Не приходилось на нем не ездить, но это до ветерка еще. Сперва Стрела была, потом ветерок, потом вихрь. Вот так время шло. И уже сейчас на иномарках мы ездим. Интересно.
берег наш нам турецкий. Ну как тебе моя работа? Вот так вот. И живем. Нам это хватит. Достаточно. Немножко показал, как я в полевых условиях с помощью пилы делаю, пилю доски. Ровности не знаю, как там, плюс-минус там сантиметр. Никакой линейки у меня не было, все на глаз делал. Не по уровню, ни этот, как его, нитки не было, чтобы там отметить в длину. Все с руки. Немножко зигзагами, но думаю, вот ты когда берешь с пилорамы доски, и там даже ровности нету. Это вообще идеальная доска. Все, сейчас еще обрежу по бокам и уже будем доделывать предбанник в нашей избе. Короче, все хорошо, в принципе, примерно так, плюс-минус 1 сантиметр, как и говорил. Но здесь один косяк, конечно, почти на 2,5 сантиметра у меня. Вот смотрите, если присмотреться, не знаю, видно, не видно, здесь уже, здесь толстая. Она даже придется мне спилить. Отметил, хорошо, что карандаш в избушке был. Здесь пропилю косо. Если топором, то очень много придется рубить. Ну и, видимо, мы немножко уже подустали. Глаз что-то подвел меня. С длиной я чуть-чуть не рассчитал. Вот именно вот эти самодельные доски. Хотя бы на 5 сантиметров по длине надо было спилить. Там у меня дальше остатки тоже короткие доски, но это под, как сказать, под полкой будет. А в остальном все нормально. Здесь уже все. Не надо привезти, не надо уже доски там купить по-новому, привезти. Сейчас это я подгоню и дело будем заканчивать. Там может что-то еще прибью, закрою щель и, в принципе, мне лично все устраивает. Последние кадры работы я здесь снимал. Здесь работу тоже закончили. Как бы в конце там, ну, из-за того, что доски короткие получились, закрыл, прибил еще одну доску. Давайте вкратце пробежимся, какую работу мы вообще сделали. И уже будем заканчивать этот фильм.
про ремонт избы. Но не доконченные еще. У нас остается только печку установить, трубу. Здесь мы поменяли все венцы. Смотрите, какая территория. Денис все тут убрал. Ничего не осталось, даже опилки. И здесь все чисто. Очень много дров. Это до зимы эти дрова нам хватит. Там дрова кругом. Кругом гнилые дрова и остатки там материала. Вот. Поставили на место окно. Надо бы еще чуть-чуть протереть. Здесь отверстие тоже закрыл. Закрыл, пропенил там. Тут у нас, как и показывал, две поддувала. Как сказать, бруски вот здесь прикрепил, чтобы знали люди, что это не надо сжигать в костре. Это будем ночевать, поставив на место, чтобы комары не залетали. А больше, кроме этих щелей, нигде щелинок не осталось. Все пропенили. Здесь также бревно поменяли. Материал у нас остался вот одно бревно. Спилили и доски. Здесь также все убрано, территория. Немножко опилки там уже, что грабли не берет, осталось. Вот сколько дров осталось еще. Ну, на всю зиму у нас зимние походы впереди будут. Эти дрова останутся. Так, здесь кирпичи. Кирпичи еще половину я буду использовать. И здесь вот в таком виде мы оставляем, потому что дождемся дождливых дней. Пусть все это грязь смоется, чистым будет и мягче чистить будет. Короче, пока тут все оставим, этот бардак. Вот что мне не нравится, этот бардачок, что осталось по территории. Здесь тоже нижнее, под нижним бревном все продувает подполье. Вот. Почти не отличается вот это от пилорамы, и это вот на ваших глазах я спилил эти доски. В принципе, разницы минимальная. Дверь рейку прибили, все плотно закрывается. Ну, немножко отходит, но это поправимо. Можно сюда что-нибудь, какую-нибудь резину прибить, и она будет закрываться нормально. Вот так. Тут уже я снимал, показывал. В принципе, печка стоит на месте, ждет трубы. 3 метра я измерил, 3 метра надо трубу привести. Для ночлега все готово. Можно уже, в принципе, в летний период сейчас вот здесь, скажем, пленкой закрыть, чтобы комары не залетали, и уже переночевать. Матрас висит, но мышей нету пока. Вот. Больше, думаю, снимать сегодня уже ничего не будем. Сейчас мы еще сполоснем посуду, попьем чаек и по пути, наверное, зайдем еще на болото, посмотрим морожку. Хоть немножко, хоть пол-литра, много не надо, хоть пол-литра набрать и как бы угостить самих себя и свою семью. Так, а там уже как будет, включимся и посмотрим, какой урожай морожки нам даст лес. Много времени терять, конечно, не будем, где-то полчаса побродим, час, может, от силы, и поедем. Сегодня пораньше работу закончили, Тулан отдыхает, у кого-то жестко лаял, вон там, в той стороне вроде дорога. Может, люди спустились или поднялись за ягодами. Тут еще у нас, смотрите, сколько веников набрал Денис, пока я в избушке там работал. Вот. Очень много веников. Многие скажут, что это не так много, но лично для нас вполне хватит. Здесь десяток, наверное, ну, штук 7, наверное, будет. Хватит. Нам много веника не надо. Да вообще нам ничего так многого не надо. Так, ну что,
Все, пьем чай и давайте сходим на болото. Всю работу я показал вам. Какую работу мы выполнили с Денисом. Очень помог мне сын. Чуть-чуть, вот как Денис говорит, как будто в комнате, в помещении там чуть-чуть пониже потолок стал. Это из-за того, что повыше пол у нас, или же изба так получилось, что у нас ниже. Но вот на вид, так смотрю, ничего не поменялось. Как было, так и стоит. В принципе, по высоте я имею в виду. Но вот скажем, от моей головы сантиметров 10 еще. Сантиметров 10 еще до потолка. Ну, хватит. Ну вот и все. Поехали мы. Jos voisi sanoa, Ako? Ulos is kranga. Poštlím daná nevěřinčema do šedne kole. Мы на болоте, ребят, зашли на то место, где вот прошлый поход мы сюда заходили, все еще было не спелая ягоды. А смотрите, какая красота сейчас уже. Вот сейчас вот, не знаю сколько там, неделя она или сколько прошла, Денис? Не помнишь? Вон, все ягодки открыты. Вон глухарины помьет тут. Вон, смотрите. О. Не такие крупные, но ходить искать не будем. Вот такой маленький пятачок. Вот здесь и будем кружить. И думаю, литры хоть, но все равно соберем. Очень даже спелые. Вот это сейчас действительно они спелые. Вот это да. Вон, ребят. Настоящая ягода, вот коми, ягода, вот морожка. Да. Я буду собирать вот такую посуду. Вон. У Дениса ведро. Вон, смотрите, желтое, прям желтое. Да, потихоньку будем набирать. Что наберем, все наше. Ну что, ребят, первый стаканчик из полторашки, ну где-то литрного, вон тут. Там уже сок выделяется от ягоды. И Денис вон тут, у него уже больше меня. Вон так. Сыпанем. Вот. Сейчас чистая, вон смотрите, мусора практически нету. Вот такая ведерко. Литраж, не знаю, сколько литров тут. 5 литров. Так, 5,5. 5,5 литров, Денис, на. Там мусор зашибет и что. Ну, постепенно набирается. Конечно, участок не такой большой, но будем кружить. Раза два пройдемся, потому что разок пройдешься и вроде все собрал. По второму кругу идешь и опять уже находишь. Так, вон смотрите, вот я здесь еще не был. Чем больше зарослей вот этих кустарников всяких, тем крупнее. А на пустырях, где вот пусто, скажем, чистое поле,
Там ягода больше может быть, но она поменьше. Вот так вот. Видели? Все, каждый кустик уже спелый. Вот мы вовремя как бы зашли. Через неделю вот эти ягоды, уже через несколько дней даже, они уже все будут выпадать. И у них уже сезон заканчивается. Это сейчас вот самое вовремя мы зашли, собираем. Мы не жадные, заранее не собирали, могли в тот день собрать там, когда они твердые были, не спелые, как люди собирают. Но это, думаю, ни к чему. Если для себя хочешь вкусная ягода, лучше не спеша там, пусть там созревает, и уже зрелую ягоду собрать там. Вы даже не представляете, как она вкусная. Бродяга только что вернулся. Я не знаю, где он бродил. Довольный пришел, узкоглазый. Мошкары много. Моторка где-то. Что-то принюхивается сейчас. Нет, не ест. Некоторые собаки вообще ягоды только так лопают. Перед тобой идут и собирают. Топчешь тут все. Туда. Вон, все, хватит. Давай, иди отсюда. Вон, гуляй вообще. Вторая посуда, где-то литр очередной. Больше половины ведра уже тут. Тук. Вот так. Ой, вообще он уже переспелый. Вон, смотрите, сколько сока уже. О, тяжелый. Килограмм 3, наверное, уже есть. Быстро набирается вес. То ладно. Одни плодоножки после нас только остались. Все, кругом собрали, вон, видно, только плодоножки. Пошли на другое место. Совсем другое место. Тут картина вообще идеальная для нас. Смотрите. Конечно, с размером чуть-чуть поменьше, но по количеству их очень много тут. Очень много. Здесь еще покрутимся, покружим и, как сказать, думаю, наберем свое. Вот тут очень много. Вообще. Видите? Вот такая картина, ребят. Комарья, конечно, достаточно тоже хватает. Низ там собирает. Ветер успокаивается, безветренно. Ну и количество комаров прибавляется. Третья бутылка. 3 литра уже, считай. Вон она. Ладно, спать. Ну еще один есть. Накапливается у нас наша норма. Еще чуть-чуть. Потому что он уплотняется и все время садится. Сейчас еще где-то пол-литра наберем, потому что ягод очень много еще. Мелкие, но количество есть. И еще пособираем. С горочкой так сделаем. Фу. Пока выйдем, там осядет и крышку закроем. Будет самое то. Фу, ну и комарья, вон, ребят. Вообще ужасно, сколько их тут. Сегодня баня будет, также каждый день моемся в бане, паримся, потому что после работы ездим домой, чтобы отдыхать. В полевых условиях, скажем, без бушки, отдых это не то, как дома с интернетом. Тулан что-то нюхтит, но я не видел, чтобы он ягоды
ел. Хвост почти ченлок. Вон, смотрите. Спелая, спелая уже, еле-еле висит. Вон. Вот так вот. Вовремя мы зашли сегодня. Не поленились. Потому что если через неделю мы сюда заедем, морожка уже не видать. Основное количество уже выпадет. А поздно спелые, которые поздно созревают, их не так много. Да и вообще в этом году морожки больше обычного. Скажем, раз в 3 года, а может раз в 5 лет урожай морожки. А так, мало их. Каждый год не дает нам морожку природа. Вот так вот. Потихоньку, потихоньку набираем. Ух, все тело жжет, блин. Так, ну-ка давай дальше сходим. Что там? Ну, картина одинаковая везде кругом. Однотонно. Фу. Ну что, последняя посуда. Полторашка, блин. Уже не влезает. Вон. Ну вот и еще. Это наша норма. Мошкара, видимо, тоже залетела. О, с горочкой. Вот такая картина. И надеюсь, видно вот на солнце, сколько мошкары и этих комаров. Комаров меньше, но мошкары очень много вышло. Антикомарин у нас в машине. Из-за этого не мажемся, терпим. И в принципе можно еще пособирать, но вполне достаточно, нам хватит. Хочу сказать большое спасибо тайге, что нам дала вот такое количество мошкары, такое количество морожки. О, с горочкой. Нам хватит. Больше собирать мы не будем. В следующий раз, когда приедем, уже будем собирать чернику. Черника для нас важнее, потому что морожка, ну, знаете, хранить очень капризная ягода. Лично мы не умеем, всегда портится. Свежим будем кушать. Свежим. А вот морожка, скажем, чернику, ягоду можно хранить в этом морозильнике. Любое количество, любое время, там целую зиму, хоть 2 года. Ничего не портится. Можно морс сделать. И полезная ягода вообще, черника. А это угощение всей семье. Все, пойдем домой. Мы уже выходим из тайги. У меня на карте памяти уже минимум времени осталось для съемки. На 5 или 10 минут. Не помню уже, сколько там посмотрел. Короче, фильм будем заканчивать. Немножко показали, как мы ремонтировали избу. Хочу многим сказать большое спасибо за донаты, которые отправляли на стриме. Поддержали меня и мой канал. Отправили донаты на ремонт избы. Как вы видели, я истратил эти деньги на стройматериалы, также на трубы прикупил, железные трубы, также на материал, лист железный 3 миллиметра. Это большие деньги в рублях. Сейчас все дорого в магазинах.
Ну вы поняли. Одним словом, большое, огромное всем большое спасибо. Что еще могу добавить? И, конечно же, на этом фильме еще сериалы не закончились. Это малая часть того, что будет еще впереди. Дальше будем ходить по ходу уже с ночевкой. И, ну, заранее загадывать не будем. Одним словом, всем пока. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, дизлайки, оцените это видео. И кто не подписан, подписывайтесь. А мы идем уже домой. Все. Поход закончился. С ведром морожки даже.